Наша программа внутри правозащитного центра «Мемориал» занимается анализом случаев незаконного политически мотивированного преследования в России в целом, и особенно случаев незаконного политически мотивированного лишения свободы, случаев политзаключенных. Мы ведем списки политзаключенных. Это важно для того, чтобы у общества было адекватное представление о том, что в этой сфере происходит, потому что политически мотивированное лишение свободы – это наиболее жесткая форма репрессий со стороны государства, которая носит квазиправовой характер. Понятно, что бывают бессудные казни, бывают похищения, пытки, но им и не придают форму законности. Это открытый бандитизм, по большому счету. Тут государство притворяется, что это нечто законное. И особенно важно поэтому привлекать внимание к тем случаям, когда вот эти законные формы используются для заведомо незаконных целей. Ингушское дело фактически как единое дело, если его рассматривать, наверное, самое массовое на данный момент такого рода дело. Понятно, что есть еще более массовые преследования Хизбут Тахрир, свидетелей Иеговы, но это все-таки разбитые по разным регионам отдельные уголовные дела. Здесь же сконцентрированы в одном субъекте в связи с событиями фактически одного дня, одной ночи, даже разбитые на несколько уголовных дел, фактически это одно дело. И в этом смысле оно самое крупное и требует, конечно, особого внимания. Любое мирное собрание может быть подвергнуто насильственному разгону совершенно необоснованно, прямо вопреки и Российской Конституции, и требованиям Европейской конвенции об основных правах и практике прецедентно Европейского суда. Это просто совершенно очевидные вещи. Да? То есть это прям многократно большими буквами написано на всех скрижалях, что мирное собрание не подлежит разгону, даже если оно не согласовано. Применение насилия может быть оправдано только какими-то очень существенными угрозами здоровью людей, собственности, общественному порядку. И вот то, что происходило в Ингушетии, это яркий пример вот такого злостного нарушения права на свободу собраний. Мирное, никому не угрожавшее собрание, пусть оно было ночью, да, в несогласованное время, ни в коей мере не является основанием для применения силы к людям. Эта сила была применена, и, конечно же, ответственность за последствия лежит на властях, которые это решение приняли, которые эту силу применили. Тем более, полностью игнорируя национальную специфику, уважение к старшим, применяя насилие к пожилым людям, к старейшинам, что, естественно, породило ответную реакцию. И не могло не породить. И те люди, которые принимали такое решение, не могли этого не знать. Они должны были это знать. Вне сомнения, вся эта вот история и до митинга, и после, ответственность за весь негатив лежит на власти. Мы не беремся судить, и не наше дело судить, кто прав конкретно в споре о границе. Вопрос стоит иначе. По Российской Конституции народ Российской Федерации, в частности народ каждой республики, каждого субъекта, это носитель верховной власти. Решение должен принимать народ. И требование учета позиции народа и реализации воли народа – это совершенно естественное требование, конституционное требование. И принятие любого значимого решения с полным игнорированием этого мнения, оно является незаконным, неконституционным. Поэтому сами первоначальные мотивы, причины этих волнений, этих митингов, они связаны с тем, что власть действовала вопреки конституционным нормам, вопреки принципам демократии. А требования народа, они были совершенно естественные и остаются естественными. То, что из-за неучета этих требований впоследствии возникли требования отставки власти, разных ветвей власти, отставки президента, это тоже вполне правомерно. Это избранные народом органы, которые требовать отставки которых совершенно законно. Тут нет ничего преступного, экстремистского. Никакого насилия во время этих акций не было, пока это насилие не применили так называемые правоохранительные органы. Но это совокупная ответственность, да? То есть в общем и целом реализация права на свободу собраний – это законно,
люди действовали в своем праве, совершенно объяснимо. Они прибегли к самообороне, когда подверглись насилию, и последствий, тем не менее, как мы видим, сколько-нибудь значительных все равно не было. Не было ничего разрушено, пострадало минимальное количество сотрудников полиции, 2 человека получили, ну, судя по тем сведениям, которые предоставляют, собственно, сами правоохранительные органы, только 2 человека получили тяжкий вред здоровью, но и тот не слишком серьезен, то есть там никто не остался инвалидом, все выздоровели. Ничего такого действительно трагического в этом смысле не произошло. Но принимая решение о признании политзаключенным, мы рассматриваем каждый конкретный кейс каждого конкретного человека и должны аргументировать, потому что мы это предлагаем всему миру как безусловное обоснование незаконности преследования. То есть наша позиция, в общем, она неоднократно высказывалась, мы делали заявления, и оценка действий общества ингушского как правомерных, а властей, которые осуществили разгон, а потом уголовное преследование, как неправомерных, нами неоднократно делалось, но в признании политзаключенными нужна абсолютная точность. То есть вот по тем людям, которые даже не обвинялись в насилии в отношении полицейских, мы безусловно можем сказать, что преследование их носит ярко выраженный политический незаконный характер. Так это и в отношении всех остальных с огромной долей вероятности. То есть, можно представить несоразмерное применение насилия. Если кого-то толкнули, а он в ответ по голове ударил кирпичом, да, то есть даже если первичное насилие было неправильным, то это явное превышение пределов. И поэтому, может быть, мы такого человека не могли бы признать политзаключенным. Но мы просто не имели возможности изучить каждый конкретный кейс, каждого эпизода вменяемого насилия каждому из оставшихся людей. Более того, ни адвокаты, ни сами люди, которые обвиняются просто по 318 в насилии в отношении полицейских, не хотели и не хотят предоставлять нам материалы для того, чтобы мы могли изучить и признать или не признать их политзаключенными. Но политический характер, само такого рода нарушение права на свободу собрания, оно, безусловно, имеет возмутительный характер, и оно является, такого массового преследования действительно ни до, ни после больше не было. Были большие дела, и болотное дело, и другие, но столь массового, когда 44 человека в одном деле, не было. И это, учитывая маленький размер Ингушетии, вопиющее, действительно беспрецедентное явление. Власть боится организованных действий, она боится самоорганизации, но любая самоорганизация требует лидеров. И поэтому основной удар пришелся на тех людей, которые были объявлены лидерами. Они фактически были лидерами мирного протеста, лидерами этой гражданской самоорганизации, потому что требования должен кто-то формулировать. Должны быть какие-то люди, которые объединяют, которые говорят от лица других. И вот этими людьми стали фактически те 7 человек, которые сейчас обвиняются, во-первых, в организации насилия в отношении сотрудников полиции, во-вторых, в создании либо в организации экстремистского сообщества, либо в участии в нем. Эти обвинения, тут не надо смотреть с микроскопом, в отличие от ситуации конкретной потасовки, да, то есть, где можно допустить, что какое-то превышение было, и надо смотреть, кто кого ударил, даже если первоначальные действия полиции были неправомерными. Тут достаточно почитать, что написано, то есть сами аргументы обвинения не выдерживают, тут нет спора о фактах, да, есть спор о квалификации. Факты таковы, что люди совершенно правомерно вели общественную деятельность, выражали интересы соотечественников, призывали их к правомерным действиям, не являющимся преступными, выдвигали требования, высказывали критику власти, призывали на публичные мероприятия, мирные публичные мероприятия, это право граждан призывать к ним не преступление. И именно это вменяется им в вину. Например, в связи с обвинением в организации экстремистского сообщества и участии в нем. А что касается организации насилия, хотя организацию насилия в отношении полицейских, которое само по себе случилось исключительно в связи с тем, что полицейские напали, представить себе довольно сложно даже в теории, да, как можно организовать то, что случилось по воле другого. Да, то есть это же не они приказали напасть на мирный митинг. Но даже если абстрагироваться от абсурдности самого этого обвинения,
те конкретные основания, которые приводят органы следствия, что они находились там и фактически их обвиняют в том, что они людей не смогли увезти, да? Хотя фактически задокументировано, в том числе показаниями представителей администрации, многочисленными видеозаписями, что все они призывали к ненасильственному участию в митинге, они призывали не вступать в столкновение с полицией, более того, призывали людей уйти, и в конце концов это удалось сделать. Но сам факт того, что они обладали влиянием каким-то, что люди к ним прислушивались, оказывается фундаментом для обвинения их в том, что они это организовали. И это совершенно неправомерная конструкция, она противоречит и российскому закону, и базовым принципам права. В материалах, которые мы обосновываем признание политзаключенными, это расписано подробно, со ссылками на цитаты из этих дел. Но суть вот именно такова, и это абсолютно неправомерно. В России в целом неуклонно идет развитие гражданского общества. Оно проходит разные стадии зрелости, приобретает какие-то новые формы, способность действовать согласованно, осознавать общие интересы, выдвигает лидеров. И вот в той мере, в какой это произошло в Ингушетии и приобрело такой острый характер в связи с конкретным кризисом, но понятно, что все-таки этот конкретный кризис, он дал повод для конфликта. Но само развитие гражданского общества, оно объективно, и эти люди становились лидерами гражданского общества безотносительно к кризису, то есть не только в связи с кризисом. Так или иначе этот процесс идет. И этого власть очень опасается. И поэтому она считает необходимым наносить удар по лидерам гражданского общества. Это как бы мы говорим о сути этого явления. Но по форме, ведь их именно в этом и обвиняют. Что вот, то есть бывает, там, не знаю, подбрасывают наркотики, как нашему коллеге Аюбу Тютиеву в Чечне. Бывает, придумывают какое-нибудь мошенничество, да, что там из одного кармана собственного взял, в другой карман собственный положил, как там профессору Саве в Краснодарском крае. То есть самые абсурдные обвинения, разумеется, можно придумать. Или там безосновательные позорные обвинения, как в отношении нашего другого коллеги Юрия Дмитриева. Всякое можно придумать. Государство, оно в этом смысле обладает огромным потенциалом. Но тут, ничтоже сумняшися, они, собственно, лидеров гражданского общества обвиняют именно в том, что они лидеры гражданского общества. И ничего не подбрасывают, а просто высасывают из пальца криминальный характер у совершенно законных, легальных действий. Новостная повестка, она трагическая, драматическая, связана с многочисленными и разнообразными нарушениями прав, и фактически все эти нарушения требуют общественного внимания, требуют проявления солидарности, требуют поддержки, но ресурс внимания общественного, вот той страты общественной, которая готова реагировать, она не маленькая, это сейчас, наверное, уже десятки миллионов на Россию в целом, но тем не менее ресурс ее внимания разрывается между Хабаровском, Белоруссией, Уфой, Крымом и еще много чем. И внимание к Ингушетии поэтому оказывается недостаточным, непропорциональным важности того, что там происходит, действительно непропорциональным. И для того, чтобы это внимание привлечь, особенно к судьбе тех людей, которые вот фактически оказались на острие удара, да, главной мишенью, тех 7 человек, которые обвинены в организации насилия и в организации экстремистского сообщества и участии в нем, нужны какие-то специальные усилия. Это информационные усилия. Ну вот вы снимаете фильм, вы будете его каким-то образом распространять, это событие. Пресс-конференции, публичные акции, обращения, петиции. То есть это, к сожалению, не какое-то волшебное ноу-хау, да. То есть мне бы хотелось, чтобы всем политзаключенным общество максимально помогало, но я просто понимаю, что вот внимание людей не может концентрироваться на одном и том же без новостных поводов.